Основным сектором экономики Польши остается сельское хозяйство. Для агропромышленного комплекса этой страны характерно наличие небольших фермерских хозяйств. Во многом это связано с политикой государства и достаточно лояльной системой налогообложения частных фирм. Польская компания «Общество с ограниченной ответственностью Агрочентрум» функционирует с 1992 года в городе Кольно. Первоначально продукция кормов Кольно производилась в размере около 300 тонн в месяц. В результате модернизации завода в 2002 году и внедрения трехсменного производства на заводе увеличилось до 7000 тонн в месяц. Здесь находится 25 тысяч тонн пшеницы и кукурузы в месяц. Но еще там отдельно высоко. Как мы начинали здесь, рассчитано было где-то производство на 15 тысяч тонн через каждый месяц, а на сейчас мы возможны построить 35 тысяч в каждый месяц. Очень хорошее качество кормовых смесей привело к увеличению продаж, превышающих производственные мощности завода. Акционеры компании решили построить новый завод. В настоящее время компания имеет 2 производственных предприятия с возможностью выпуска в 50 тысяч тонн кормов, концентратов и сельскохозяйственных премиксов для домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота ежемесячно. Proces produkcji pasz rozpoczyna się na tym zakładzie od przyjęcia surowca na magazyn, tego surowca takiego sypkiego typu zboża, śruty, wszystkiego rodzaju dodatki, które przyjeżdżają do nas na transporcie samochodowym ciężkim. Ten materiał paszowy rozładowywany jest na koszach przyjęciowych, on jest posegregowany ze względu na specyfikę produkcji, na strefę non-GMO i GMO, dlatego mamy wydzielone kosze. Oprócz tego surowca sypkiego na zakład trafiają jeszcze minerały и витамины, które są niezbędne do produkcji tych pasz. За 25 лет своего существования Агрочентрум закрепила прочные позиции на рынке кормов, строя прочные связи с поставщиками в соответствии с принципами, согласно которым идеальное сотрудничество обеспечивает финансовый успех. Качество продукции для компании стоит на первом месте, поэтому технологи строго следят за компонентами кормов. Используем 2 гранулятора на каждую линию производства, где сначала вырабатываем примерно для крупного рогатого скота гранулу 6 мм, а потом внизу на грануляторе перерабатываем это на 4,2 мм. Так, чтобы ПДИ, это стабильность и качество гранули было очень хорошее. В компании Агрочентрум работает около 48 человек в 3 смены. Однако с производством корма вполне могут справиться и 3-4 человека, так как все на заводе автоматизировано. Здесь используют самое распространенное сырье, отмечает технолог. Сырье, все, что возможно, это зерновые, белковые шрота, но такие сырья, которые, как это сказать, с производства для людей. Там примерно муку вырабатывают для людей на хлеба, а то, что остают от трубы, идут здесь. Вырабатываем, используем много продуктов за спиртусовой промышленности. С английского DDGS. Это то, что там после ферментации остается, но это очень хорошее по качеству, хорошее сырье для рогатого скота. Для бройлеров это простые рецептуры, потому что там находится только пшеница, кукуруза, соевый шрот, ну и какие там добавки еще, минерально-витаминовые, аминокислоты тоже. Ферменты, масла. Польская компания Агрочентрум имеет возможность снабжать на сегодняшний день сельскохозяйственные фермы, которые расположены от нее в 200 километров. В основном это крупные и мелкие птицефермы, фермы крупного рогатого скота. Основная цель компании – создание инновационных продуктов и программ питания для всех видов животных, используемых в сельском хозяйстве. Для модернизации данной компании из фонда государства было получено около 26% субсидий.